Абхазцы являлись прекрасными наездниками. Они всегда отличались от других народностей Кавказа высокой техникой владения конем и грациозными движениями. В Западной Грузии до сих пор осталась поговорка: «Среди всадников абхазца можно отличить издалека». В этой связи интересны абхазские выражения: «Ачы даларсуша цон» или «далласша дактоуп» — «сидит на коне как влитой», или «далясша даналует» — «сросшись с конем подходит». Профессор Павел Иванович Ковалевский, изучавший жизнь и культуру народов Кавказа, писал: «Особенно абхазцы любят скачки и в этом отношении представляют собой прекрасных наездников. Любят они также и стрельбу, которой сопровождают все торжества». Но в данной статье обращают внимание прежде всего на то, что эти традиции вчерашнего, а в какой-то мере и сегодняшнего дня уходят своими корнями в глубокую древность. Многочисленные элементы конского убора, в том числе уникальные удила, псали, колокольчики и так далее, обнаруживаемые в большом количестве учеными во время археологических изысканий, древнейшие образцы которых датируются концом 3-й тысячи до нашей эры. Богатая коневодческая терминология, вплоть до многочисленных терминов, обозначающих болезни лошадей, огромное многообразие абхазских названий самых различных предметов конского снаряжения. Специальная песня, исполняемая при выводе лошади из горящей конюшни, старинные абхазские походные песни, песня всадника, песня верховых. Древняя магическая песня Азар. И другие исполняемые в древнегреческих ладах религиозные представления о встрече усопшего на том свете со своим конем, похоронные обряды, название ясель для кормления домашнего скота, ачихчара — яркое свидетельство высокой культуры коневодства и особенно высокой степени развития конного искусства, а также проявление культа этого животного у далеких предков абхазов. Кстати говоря, вышеназванные древние лады, по давно уже высказанному мнению специалистов в абхазском народном фольклоре, звучат во всей их чистоте. Причем центральное место среди древнегреческих ладов, вошедших в состав абхазской народной музыки, вплоть до наших дней, занимают величественные, мужественные и воинственные фригийские и дарийские лады, что вряд ли можно объяснить простой случайностью. Общеизвестно влияние восточного мира, его культуры на формирование и становление культуры Древней Греции, а поэтому, видимо, не следует категорически говорить о греческом происхождении вышеупомянутых древних абхазских музыкальных ладов. У абхазов имеется загадочное слово ар-яй. Возможно, под этим словом подразумевается покровитель военного дела, похожее с абхазским словом аяйра — победа, а также с древними песенными рефренами многих абхазских старинных народных песен. В этой связи вызывает живой интерес трактовка этих рефренов. Согласно сообщению автора II века нашей эры Павсания, на дороге между Спартой и Тарапинией стоял храм, в котором была установлена статуя древнегреческого бога войны Арея, привезенная в Грецию братьями Диоскурами Кастором и Поливидеком. Тождественность названия греческого бога войны Арея абхазскому Ар-Яй, или иначе говоря, совпадение этих двух теонимов, не является случайным. И не исключено, что трансформация самого образа бога войны и названия этого теонима задолго предшествовали транспортировке статуи этого божества и перевозке ее из Колхиды в Грецию. И это представляется тем более вероятным, что речь идет о государстве, самим своим возникновением во многом обязанном под действию такого специфического фактора, как постоянная военная угроза извне. Этот фактор сохранился и позднее. Позднее античное и раннее средневековое время является в истории Абхазии периодом непрерывной борьбы с вражескими нашествиями за свободу и независимость своих земель. Есть все основания предполагать, что такое положение было характерным и для более раннего периода абхазской истории. И, может быть, именно оно являлось фактором, определившим особое место и значение коня в древнеабхазском обществе. Так, выводы о том, что массовое вооружение древнеабхазских племен, прослеживаемое еще с эпохи бронзы, продолжало оставаться их характерной особенностью и в первом тысячелетии нашей эры, и то, что при действиях конницы употреблялись длинные двулезвийные мечи, а при рукопашной схватке короткие
короткие, однолезвийные и кинжалы, что указывает на существование, в частности, у апсилов различных приемов ведения военных действий. Говорят в данном случае о том, что возникновение культа коня в древнеабхазском обществе не только далеко не случайность, но и результат особенностей условия проживания древнеабхазских племен на протяжении очень длительного периода времени. Показателен тот факт, что представители выделявшейся знати людей, оставивших памятники майкопской культуры, живя оседло в конце 3-го тысячелетия до нашей эры, пользовались конем для верховой езды. Таким образом, люди древнейшей майкопской культуры одними из первых на планете приручили коня. На памятниках древней колхидско-кабанской культуры 13-16 века до нашей эры пишет Шалва Денисович Иналыпа. При отсутствии земледельческих орнаментов широко представлены изображения или глиняные, каменные и металлические скульптурные фигурки. Собаки, козла, кабана, оленя, быка, птицы, лошади. Особый интерес представляет небольшой бронзовый ритуальный предмет из бамборы с фигуркой всадника, крутоногих баранов и колокольчиками. Как отмечает Георгий Кучевич Шамба, аналогичные культовые предметы с фаллическими скульптурными фигурками всадников, найденные в захоронениях села Абгархук и Ишера, 4-3 век до нашей эры, принадлежавшие в данном случае представителям древнеабхазской знати, по мнению профессора Евгения Игнатьевича Крупнова, связаны с производственной магией и культом плодородия или домашнего очага. С другой стороны, наличие разнообразного оружия в ишерском захоронении являются яркой иллюстрацией его военизированного облика. В ишерской находке наличие справа от стремительно несущегося всадника изображения собаки с ошейником и раскрытой пастью может напоминать нам о конных войнах в сопровождении боевых собак. Представляется уместным напомнить о существовании у древних абхазов самостоятельных божеств лошадей Атшишащина и божества собак Алычкинтыр. Появление божества Атшишащина в абхазском фольклоре связывается с именем Нарта Щащан, бывшим ответственным за нартский табун. Действия, описанные в главе «Конь-оборотень» романа писателя-академика Константина Симоновича Гамсахурдия «Похищение Луны» есть не что иное, как магические действия заклинания, посвященные упомянутому здесь абхазскому божеству Атшишащина, покровителю лошадей, одному из семидольных божеств Айтар, великого бога обновления природы и размножения, посредством которых человек пытался вызвать расположение этого божества, побудить его в лице сверхъестественную силу и исполнить его желания и намерения. Это же правомерно предполагать касается вышеупомянутой древней магической песни Азар, которой, может быть, сопровождалось жертвоприношение этому божеству. Эти действия, а также ритуал, сопровождаемый названной песней, говоря словами Вальтера Кривицкого, относятся к той области идеологических представлений древности, которые менее всего отражены в памятниках материальной культуры. Учитывая, что последние являются сравнительно ограниченным источником информации, следует быть особенно внимательным к историческим, этнографическим и другим источникам, которые помогают более успешно проникать в эту труднодоступную область идеологических представлений древности. Весьма кстати привести здесь мнение о том, что вопросы, связанные с культом коня, следует рассматривать на базе глубокого исследования идеологических представлений различных племен и народов. Наконец, совсем недавно в захоронении знатного воина обнаружена уникальная бронзовая маска коня, предположительно рабочая, датировка которой 4 век до нашей эры. На фоне этого вывод о том, что неоднократно зафиксированные на могильниках цибильды захоронения лошадей говорят о высоком уровне местного коневодства. Сегодня не стоит выделять неожиданно. Этот вывод в данном случае говорит прежде всего о преемственности много раньше сложившихся традиций. Здесь остается добавить, что согласно документу, составленному в начале 5 века нашей эры под названием Notio Dignatum, в византийской армии стояла на службе военная кавалерийская единица Алла Прима Абазгуру, первое абхазское крыло. Она стояла на правом берегу Нила, предположительно в конце 4 века нашей эры. В этом факте здесь прежде всего следует усмотреть непрерывность традиций, в данном случае поставленных на службу военной помощи Византии. Определенным источником доказательства древности культа коня у абхазов может явиться и имеющийся топонимический материал, который также напоминает нам об имени этого животного. Перевал Анчхы или Эхы, буквально голова кобылы, населенный пункт Ачмарда, буквально лошадиный склон. Название речки Аяура, впадающей в один из главных притоков Бзыби,
Баю или Баул недалеко от села Псху, буквально уздечка, а также название ущелья этой речки Аяурапста и многие другие. Природно-географические условия проживания древнеабхазских племен, пересеченность местности и сложность рельефа также являлись фактором, во многом определявшим особую потребность в лошадях в социально-бытовых целях. До захода солнца успеть к обряду захоронения, залог успеха в кровомщении, умыкании невесты и так далее. Сильно распространенный до недавнего прошлого угон коней Акулара – следствие страсти к последним, в основе которой лежат социальные причины. Человек без лошади вызывал к себе презрение, и его называли, по всей видимости, Атшида, Атшада, что означает «без лошади», безлошадный. Вальтер Германович Кривицкий, исследуя бронзовый топор из-под Гудауты, относимый им к рубежу 2 и 1 тысячелетия до нашей эры, пришел к выводу о том, что лошади представлены на топоре не случайно, так как в этот период тесной связи с развитием полукочевого отгонного скотоводства стоит, по-видимому, усиление значения лошади в хозяйстве и быту Древнего Кавказа. О человеке, ушедшем от активной жизни, от людей, замкнувшимся в себе, отшельнике, живом мертвеце, у абхазов говорят «ичи ищит и квадыр кнейхайт», что означает буквально «убил свою лошадь и повесил седло». В могилу хорошего наездника закапывали его верного коня и ружье. В нардских сказаниях всадниками рисуются Сосрыква и другие герои. Все они по-настоящему тесно связаны с конями, что как бы сливаются в единый образ человека-коня. Конь Сосрыквы, Бзоу, согласно большинству сказаний, родился одновременно со своим хозяином. Умирает же Сосрыква вскоре после смерти своего любимого коня. Довольно часто в Цибельде, пишет Юрий Воронов, захоронение коней, которые на равных правах с членами данной семьи погребались на общем кладбище. Конечно, речь идет не о всех конях, а только о любимых, чем-то отличавшихся. В одних случаях отмечено совместное захоронение коня и хозяина, в других первый лежит совершенно самостоятельно. Отмечено несколько примеров совместного захоронения урны с прахом и конского костяка. Лишь в одном случае вместо коня покойнику была положена уздечка. Уместным будет привести здесь широко бытовавшее в народе пожелание «Ачана сып воуайт», «Да будет у тебя счастье на лошадь». И в предметах рукоделия абхазского народа отражается культ коня, один из распространенных узоров некоторых предметов рукоделия, которым оформляется интерьер, называется «Атши ачта», то есть конский след. Абхазская поговорка «Атши ащала аваю и дуб» или «Атши аваю ища алоп», что в переводе говорят «у лошади человеческая кровь», делает понятным тот факт, что абхазы, в отличие от других народов, у которых также имеется культ этого животного, не едят конину. Причем это не запрет цассам, за нарушение которого предусматривается наказание. Это выше запрета. Об этом говорится, это вспоминается как само собой разумеющееся. Аваю, атшажи, и тым, и чисом. Конина не для человека, не пища его. Появление аффикса возвратности в языке того или иного народа, видимо, в какой-то степени связано с эпохой появления человеческой личности. Известно мнение о том, что Древний Восток создал выдающиеся цивилизации и могучие империи, но не признавал человеческой личности. Человек там был или божественным деспотом, или сливался с безликой массой. Человеческая личность появляется вместе с возникновением демократии в греческом полисе. В этой связи также в контексте всего вышеизложенного представляется правомерным предполагать, что аффикс возвратности в абхазском языке в далеком прошлом был отдельной лексической единицей, означавшей конь, а затем с появлением или выделением и осознанием человеком себя как личности и возникновением возвратности в глаголах себя, который аффикс возвратности в первом своем возможном значении в данное время не осмысливается. Вот несколько глаголов, в которых наиболее выпукло проявляется имевшее, по всей видимости, место в прошлом отождествление человека с конем. Ачукубара — купаться. Атши акубара — купать коня. Атшра — убить себя. Атши ашра — убить коня. Атшалыргара — вылечиться. Атши аларгара —
вылечить коня и так далее. Таким образом, не связано ли исторически название лошади «ачы» с показанием аффиксом возвратности «ачы» — «себя», который вклинивается в глагол. В случае, если современная лингвистическая наука даст положительный ответ на этот вопрос, можно будет говорить, что современный абхазский язык является живым свидетельством культом коня у далеких предков абхазов. Содержание же этого культа, важность и назначение связанных с ним обрядов и ритуалов, несомненно, менялось в зависимости от степени важной той или иной функции лошади, от соотношения этих функций у предков абхазов в разное время. Дальнейшая разработка этого вопроса учеными и прежде всего исследование факторов и условий, определивших особое место и значение коня в древнеабхазском обществе, поможет значительно расширить наши знания о духовной культуре и идеологических представлениях древнеабхазских племен. Спасибо вам за прослушивание данного материала. Всего доброго!